Многие из ребят впервые видят дрон вблизи. На мастер-классе молодежка Народного фронта смогла познакомиться с теорией работы дрона сразу на практике. Операторы по беспилотным летательным аппаратам – одно из самых востребованных направлений в последнее время. Конечно, пройти весь курс за 1 час невозможно, но военнослужащие рассказали детям кратко про типы беспилотников, их устройства, принципы полета, базовые правила безопасности, меры защиты и противодействия. Вот сегодня мы презентовали разведывательные и FPV-дроны, которые сейчас необходимо освоить всем, не только желающим, но ребятам, которые собираются на срочку, плюс еще кто подписывает контракт. То есть желательно уметь управлять этими машинами. Подобные мастер-классы проходят ежеквартально. Уроки проводятся для школьников и студентов разных образовательных организаций. Как говорят преподаватели, учение по БПЛА в Туве популярно. Организаторы планируют вести курсы по управлению дронами. Поначалу всегда, когда все новое узнаешь, интересно все, да, сложно, конечно. Но если у человека есть интерес, то он будет идти к своей цели, то есть научится спокойно летать. Потому что действительно сейчас все только говорят о беспилотных системах, как они работают, как они устроены, чем помогают, даже в обычной гражданской жизни. Санчиба Ирмангуш и Санча Аюн – военнослужащие 55-й бригады. Работают операторами по беспилотным летательным аппаратам в зоне спецоперации. Служба тяжелая и опасная, но необходимая. Умения и навыки оператора дрона стратегически важны. Беспилотники применяются в разведке и наблюдении. Аудитория проявляет интерес очень большой. Основной костяк получается молодые люди, поэтому им что-то связанное с техникой передается очень интересно. И научиться играть, не то чтобы играть, научиться летать, да, тем, кто умеет играть, и тем, у кого молодым, у них мелкая моторика очень хорошо развита, и им легче подается, то есть им уже все это интуитивно понятно становится. Преподаватели считают, что важно не просто знать, как управлять, но и понимать, как работает дрон, чтобы в случае необходимости суметь его починить, разобрать, спаять элементы. Я узнала об этом все оборудование, что там есть камеры, они летать могут, искать все могут, видеть. Беспилотники применяются и в гражданской жизни. Они незаменимы в работе МЧС по ликвидации лесных пожаров и поисках. Применяются в транспортной доставке грузов, в сельском хозяйстве. В ближайшем будущем в Туве откроются специализированные классы и кружки по основам БПЛА. А в Тувинском техникуме информационных технологий будет открыта новая специальность среднего профессионального образования – эксплуатация беспилотных авиационных систем. Первый набор студентов запланирован на 1 сентября 2027 года. Мария Стручкова, Культыгина Шина, 108 канал.